По противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 11 часов дня 10 июля. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Доброе утро. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей республике остается напряженной. Республика находится в состоянии повышенной готовности по инфекции, которая называется новая коронавирусная инфекция. За сутки на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 54 новых случая, из которых 45 новых случаев приходится на город Якутск. При этом необходимо обратить внимание, что у нас появилось 4 новых случая в Ленском улусе. И на настоящий момент, соответственно, эти все случаи связаны с лицом и контактными лицами одного из приезжающих в район. Аналогичная ситуация, где 3 случая в Хангаласском улусе, также новые случаи, связанные с приехавшим в Хангаласский район. В целом для районов пока еще характерны случаи, непосредственно связанные с приезжающими, поэтому основная их задача – осуществлять контроль за теми лицами, которые приезжают. Необходимо обратить внимание, что по одному случаю у нас зарегистрировано за прошедшие сутки в Алданском и Верхоянском улусах. Хотя, говоря о ситуации в Верхоянском улусе, второй день в Верхоянском улусе работает бригада, специализированная для организации помощи в Арктическом Северном улусе, который всегда находился в зоне внимания властей. Безусловно, по тому, как докладывают наши специалисты, работа там проводится правильно, в соответствии с четкими алгоритмами. Все приезжающие в Батагай отслеживаются, соответственно, находятся на контроле как у медицинского наблюдения, так и у оперативного штаба района. Нашими специалистами оказана помощь, и сегодня будет продолжать оказываться помощь как по организации медицинской помощи, так и по организации непосредственно обсерваторной помощи и изолирования граждан. Кроме того, обращена необходимость главе района для усиления непосредственно соблюдением санитарных норм, которые действуют на территории Верхоянского улуса. Что касается алданского случая, непосредственно сам по себе случай связан с пневмонией у одного из приехавших в Алданский район. Однако на настоящий момент у нас в Алданском районе сейчас расследуется ситуация, связанная с сложностями, возникшими в одном из социальных учреждений, которое является закрытой на территории Алданского района. Сегодня мной принято решение об отстранении руководителя этого социального учреждения на время проведения проверки от своих обязанностей и введения внешнего управления, соответственно, со стороны Министерства труда до разрешения ситуации. Сегодня, опять же, первый заместитель министра труда и социального развития Алексеев Иван Иванович выйдет туда и, соответственно, завтра мы о ситуации доложим. На что хочу обратить внимание в целом по республике Саха-Якутия. Сегодня непосредственно мы начинаем жить по новым правилам и стандартам. Первые 10 дней, по сути дела, живем в тестовом режиме, и те проверки, которые проводятся на наших летних верандах, в транспортных организациях и в открытых непосредственно пространствах, они в большей степени носят характер предупреждений. Через некоторое время, если будет сохраняться непосредственно те же нарушения санитарно-эпидемиологических норм, соответственно, будет осуществляться и наказание, потому что очень важно, чтобы эти нормы уже складывались и в обязательном порядке сохранялись. На что я сегодня бы хотела обратить внимание. Сегодня все органы государственной власти нацелены на то, чтобы определить и четко понять, каким образом мы будем жить, а непосредственно и как наши дети начнут 1 сентября период школьный, как непосредственно будут действовать учреждения образования, учреждения культуры и учреждения спорта. До 1 августа должен быть представлен главе республики четкий механизм, в каком порядке дети пойдут в детские сады, школы, как будут заниматься непосредственно в дополнительном образовании, в музыкальных школах и спортивных кружках, и как будут работать наши учреждения культуры в этих достаточно сложных условиях. А для чего нам необходимо это сделать сейчас и отпланировать, потому что все должны уже понимать, как они зиму будут проводить. Зима у нас уже скоро наступает.
И на что я хочу сегодня обратить внимание, это на то, что уже сегодня мы понимаем, что с 1 сентября, как правило, мы всегда прекращали очную учебу в двух случаях. Это тогда, когда объявлялся карантин по погодным условиям, как вы знаете, в январе и в декабре, либо карантин по гриппу и по ОРВИ. Поэтому на настоящий момент, так как у нас возможен и карантин по коронавирусной инфекции, для того, чтобы у нас как можно дольше продлить очное обучение наших детей и, соответственно, сохранить здоровье и сохранять процесс, мы на настоящий момент, непосредственно начинаем усиленную вакцинацию детей, противогриппозную по, соответственно, национальному календарю прививок. Поэтому мы понимаем очень четко, что в этом году наши дети получат меньше солнца в связи с тем, что многие ограничили выезды. И поэтому, соответственно, начнем вакцинацию для того, чтобы как можно дальше сдвинуть возможный карантин, если он все-таки по гриппу будет. А в лучшем случае его, конечно, не допустить. Поэтому четкое планирование действий идет исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с информацией на 11 часов дня 10 июля. Оставайтесь с нами.